Здравствуйте, это ток-шоу «Точка опоры» на телеканале ТНВ Татарстан. В студии Светлана Кадырова. Приветствую всех наших телезрителей, экспертов в студии. Это экспертная площадка ТНВ. Это специальное решение нашего телеканала. Именно здесь, в ежедневном формате, мы обсуждаем все вопросы, связанные с пандемией коронавируса. Тема сегодня постковид. По нашей информации, признаки постковида испытывают на себе 10-20% переболевших коронавирусом. Симптомы могут сохраняться до 3-6 месяцев. Вот так это или не так? Обсуждаем сегодня с нашими экспертами. С нашими гостями, я с удовольствием их представляю. Эдуард Закирзянович Якупов, профессор, заслуженный врач Республики Татарстан, заведующий кафедрой неврологии Казанского государственного медицинского университета. Хайрлы кич. И Резеда Ахметовна Бодрова, заведующая кафедрой реабилитологии и спортивной медицины Казанской государственной медицинской академии, главный внештатный специалист по медицинской реабилитации Министерства здравоохранения Республики Татарстан. Рада вас видеть. Я напоминаю нашим телезрителям, что мы работаем в прямом эфире. Телефон нашей студии 554-56-10. Вы можете дозвониться до нашей студии, задать свои вопросы нашим экспертам на тему, о которой мы сегодня говорим, постковид. Итак, вот сначала люди доказывали людям, обществу, врачам, что они больны этой страшной болезнью, да, это полдела. Потом пришлось доказывать, что болезнь не побеждена, что есть последствия. Это так называемый постковид, постковидный синдром, лонг-ковид, хронический ковидный синдром. Вот последствия... Мы не можем, наверное, даже перечислить все. Там самые частые: одышка, слабость, утомляемость, состояние тревоги, головные, суставные, мышечные боли, нарушение сна, депрессия, снижение когнитивных функций, многое другое. В общем, сегодня люди доказывают, и общество в том числе, да, что это я не придумал, болезнь до сих пор не отступила. И вот такой ток: чем больше людей выздоравливает, тем больше загадок у нас от этого вируса. Вот достаточно ли сегодня накоплено знаний, чтобы... рассказать людям, что такое постковид? Ну, разумеется. Дело в том, что вот на вашей прекрасной диаграмме видно, что эта инфекция поражает практически все органы и системы, но я бы хотел выделить, и не случайно мы с Резедой Ахметовной здесь, в этой студии, вместе обсуждаем постковид, потому что во главу угла надо все-таки поставить поражение нервной системы. И не потому, что мы неврологи, и я представляю кафедру неврологии и нейроклинику, а в связи с тем, что мозг является самым главным дирижером, и именно этот дирижер в нашем организме страдает более всего. Вы перечислили: тревога, депрессия, нарушение сна, но я бы сказал, что процент страдающих от последствий ковида, именно так сейчас формируется термин, он давно сформирован, нейроковид, их намного больше. И 40, и 50% переболевших чувствуют вот этот упадок сил, снижение работоспособности, плохой сон, следовательно, возникает и чувство тревоги, и депрессии даже, которые приводят к нам сейчас этих пациентов, и мы с ними много работаем. Существует теперь термин лонг-ковид, длинный так называемый постковидный синдром, или на Западе его называют синдромом дальнобойщиков. Вот мартовская работа, опубликованная в Nature, в известном авторитетном зарубежном издании, говорит о том, что и больше полугода люди могут испытывать эти ощущения. И чем больше мы видим переболевших, тем больше мы будем видеть этих последствий. И, к сожалению, связывать их приходится именно с ковидом, нейроковидом, поражением нервной системы у этих пациентов. Что это такое? Вот мы сейчас говорим постковид, лонг-ковид, нейроковид. Да. И нейроковид это слово какое-то. Да, это буквально несколько слов об этом. Да, вот человек, я могу сказать о себе. Я довольно тяжело перенес ковид, и это было 2 недели госпитализации в госпитале, соответствующей терапии, внутривенными капельными введениями, ну и, соответственно, поражением легких. То есть я говорю сейчас не для красного словца об этом. И я тоже перенес это ощущение. Усталость, повышенная усталость, снижение работоспособности, да, определенные чувства тревожности, снижение когнитивных функций, то есть человек плохо начинает соображать, а работоспособность – это и способность выражать наши эмоции, мысли, считать, читать, работать за компьютером. Вот после ковида это начинает здорово изменяться. Есть буквально вот месяц назад, даже менее того, появилась работа, что последствия нейроковида, заключающиеся в нарушениях памяти, могут преследовать человека несколько лет. Но за этим мы пока еще должны последить. Несколько лет еще нет этого периода. Да. Но то, что мы сейчас видим, так называемый лонг-ковид, 3, 4, 6 месяцев, вот этот период, мы видим, что после ковида люди теряют адекватную работоспособность. К сожалению, к ним приходят тревожные расстройства, это еще одно заболевание, панические атаки, депрессия и инсомнические расстройства. И это вот тот круг нейроковида, с которым чаще всего нам приходится работать и реабилитировать этих пациентов.
Все-таки это лечится. Это лечится, уже, безусловно. это уже успокаивает. Да, Это лечится. это лечится. О том, как это лечится и как мы будем проходить реабилитацию, отдельный разговор. Но сейчас предлагаю послушать о тех симптомах, с которыми тоже прошла наша актриса театра и кино Зульфия Валеева, заслуженная артистка Республики Татарстан. Она перенесла сложно также ковид, долго сложно восстанавливалась. Мы записали с ней интервью по скайпу. Предлагаю послушать. Рада приветствовать всех, кто собрался в студии. Я так много говорила об этой болезни, но, тем не менее, придется, видимо, высказаться еще один раз. Ровно год, нет, не ровно, в октябре месяце будет год, как я переболела ковидом. Мне было 25% поражения легких. Болезнь я перенесла очень тяжело, так как у меня, видимо, была поражена нервная система или что там, сосуды кровеносные мозга. И очень сильно преследовали панические атаки. Долго, почти месяц. И были они не кратковременные, а очень длительные, по несколько часов. Вот это было очень страшно и неприятно. Болезнь отпустила спустя 2-3 месяца. Было очень сильно. Я замедлилась очень сильно. Вот. Ползком, постепенно, но, слава богу, энергия, она вновь ко мне вернулась. Все-таки есть история 2-3 месяца. Вот как... Да. И вот, Светлана, одна ремарка. Я помню репортаж замечательной передачи Михаила Любимова, где я видел эту пациентку, будем говорить так, нашу замечательную актрису, в тот период, когда она только-только мучительно переносила симптомы, и сейчас. Это абсолютно два разных человека. Глаза уже сверкают, улыбается. То есть то, что мы говорили, он лечится, и это не приговор. С этим можно работать, и нужно работать, и преодолевать это заболевание. И все-таки, вот если мы сейчас посмотрим примерно, какой процент и кто наиболее подвержен, скажем так, вот этим последствиям ковида? Женщины, дети, пожилой возраст. Какая статистика есть на вашей практике? Здесь довольно трудно. В каждой стране свои проценты. И можно сказать, что вот разграничить определенно, кто страдает депрессией, тревогой или паническими атаками, довольно сложно. Вот то, что лица пожилого возраста, это мишень, это группа, контингент для серьезных проблем. Инсульты, инфаркты миокарда, тромботические вот эти вот осложнения. Потому что это пожилой возраст, он всегда сразу переводит автоматически в группу риска эту категорию. А вот люди молодые, предверженные, кстати, изначально, у которых, вот я наблюдаю, у них были панические атаки, может быть, редкость какая-то была в их жизни. Вот если их бьет ковид, все, мы видим, как это учащается и утяжеляется течение, ну, так называемого тревожного расстройства или депрессивного расстройства, как мы часто это обозначаем. И вот в нашем стоматологическом центре мы видим таких пациентов, которые к нам приходили с редкими проблемами нарушений сна, но как только их наотмашь ударил ковид, сразу они теряют сон, и отсюда цепочкой идут все проблемы. И работоспособность, и астения, о которой так часто говорят, церебростения, постковидная астения. Они много знали и много мы говорили, да, но сейчас это поднялось на такую вершину актуальности, эта тема, что я бы не говорил о каких-то вот четких процентах, это довольно сложно определить. Вот, а все-таки женщины, мужчины, ну, дети? Женщины всегда более привержены к эмоциональным расстройствам. Наверное, здесь все-таки эта категория более уязвима. Женщина более эмоциональное существо, нежели мужчина, и в этой ситуации, конечно, ее вот эти тревожные расстройства, паническая атака, депрессия будет бить намного больнее, чем Мужчине мужчине. сложнее, наверное, даже сказать, что он как-то Да, конечно, мужчина всегда чаще всего держит все в себе, ему трудно в этом признаться, и вот когда он доходит до точки, когда он просто не перестает работать, теряет работоспособность, вот тогда, может быть, он под руководством мудрой женщины придет к врачу. Но не всегда такое бывает. Дети были? Вот, в числе тех, Дети кто... сейчас тоже появляется, это, к сожалению, серьезная проблема. Здесь необходимо, конечно, врачей и педиатров спрашивать, но мы видим, особенно со штаммом Дельта, поражение детского возраста, когда такая спокойность была, типа дети не страдают, болеют, все в легко. порядке, но мы видим, что в детских отделениях эта проблема тоже возникает, и возникает своя проблема тех же реабилитационных терапевтических мероприятий с этой категорией больных. Мы сейчас можем доступно объяснить вот телезрителям, что такое постковид, да? Что происходит с ними, почему происходит вот поражение нервной системы мозга, почему постгриппа нет, постковид есть. Ну, потому что, во-первых,
сам вирус ковида очень коварен. Он действительно поражает в первую очередь, почему я заикнулся и заговорил про инсульт и инфаркт, эндотелий сосудов. Внутреннюю тонкую поверхность сосуда, когда она поражается, вызывает повышенное тромбообразование. Вот поэтому врачи рекомендуют пациентам после ковида, когда они вроде бы выдохнули в прямом переносном смысле с облегчением, мы шли из стационара, и у них рекомендация пить или проводить антикоагулянтную терапию, они иногда бросают эту рекомендацию и возвращаются в больницу уже с инсультом или инфарктом. Дальше. Для ковида, именно для этого вируса характерно поражение центральной и периферической нервной системы после легких. И мы как-то раньше все время вот эта сатурация, смотрели за уровнем и процентом поражением легких, но стало очевидно, буквально через несколько месяцев, когда набираем материал все больше и больше, мы говорим об этом, вот этот нейроковид, нервная система является очень четкой мишенью по сравнению с гриппом или какими-то другими инфекциями. Я бы даже назвал какой-то нейроинфекцией в данном случае, потому что поражение нервных структур в головном мозге приводит к вышеназванным астении, потеря работоспособности, снижение силы, тревога, депрессия, снижение настроения, нарушение сна. Вот эта группа таких проблем. Вы сталкивались с болезнью? Вот непосредственно сама? Сама Да. лично? Да, я перенесла в легкой форме в прошлом году осенью. И действительно последствия, те, которые мы обсуждаем, и наши пациенты прекрасно тоже, они все осведомлены, это те, которые Эдуард Саркисянович сейчас озвучил. То есть это повышенная, конечно, утомляемость, слабость, астенизация. И, конечно, мы же привыкли после обычной респираторной инфекции 5-7 дней дома, и сразу же мы возвращаемся к активной привычной жизни сразу. абсолютно. Да. Но и наши пациенты ведь также думают, что выпишившись из клиники, из инфекционного госпиталя, они же сразу могут якобы вернуться на работу к той активной жизни. Но этого не происходит. И, конечно, вот эти причины, которые и вызывают потребность в реабилитационных мероприятиях, как раз связаны с тем, что они хотели бы вернуться к привычной жизни как можно быстрее, как можно активнее, но этого не происходит. И вот этим, наверное, отличается это заболевание, которое как раз обладает теми последствиями и характеризуется теми негативными последствиями, которые все-таки позволяют нам использовать весь комплекс реабилитационных мероприятий. И, конечно, когда спрашивают о том, все ли нуждаются в реабилитации, мы всегда говорим о том, что те пациенты, которые перенесли заболевание в легкой форме, не предъявляют жалоб тех, которые мешают их прежней активной деятельности, они не нуждаются в реабилитационных мероприятиях. Но те пациенты, которые перенесли заболевание иногда в легкой, иногда в средней, но большей частью в средней и тяжелой степенях активности, и те, которые предъявляют жалобы, те, которые мы сегодня вот обсуждали по астенизации, плюс еще жалобы на одышку, остаточный кашель или боязнь вечернего, ночного времени суток, то есть боязнь, что нехватка будет кислорода. Вот эти пациенты бесспорно нуждаются в реабилитационных мероприятиях именно в мультидисциплинарном подходе. И вот в этом, наверное, принципиальное отличие обычной респираторной инфекции от ковида и тот мультидисциплинарный подход, который включает в себя обязательный осмотр клиническим или медицинским психологом, осмотр врача лечебной физкультуры, бесспорно, терапевта, по потребности пульмонолога, невролога мы сейчас включаем в наши команды, потому что те симптомы, которые мы видели в прошлом году, они не давали такой яркой клиники, которую мы видим в этом году. И если в прошлом году превалировали лица пожилого и преклонного возраста, то уже в 2021 году мы видим, что в удельном весе преобладают пациенты от 40 до 55, максимум 60 лет. Это активный возраст, который привык быть всегда в тонусе, и пациент готов сразу, как вышел из больницы или выписался из больницы, сесть в машину и поехать на работу. Поэтому, конечно, та система реабилитационных мероприятий, которую мы развернули с июня 2020 года, именно на базе отделений реабилитации при поликлиниках, позволяют максимально охватить пациента. Сейчас я перебью, мы прервемся на рекламу, потом уже продолжим более детально, где, как, куда обращаться. Не переключайтесь. Все хорошо? Все нормально?
Мы продолжаем ток-шоу «Точка опоры» на телеканале ТНВ Татарстан. Еще раз приветствую всех телезрителей. Тема нашего разговора «Постковид». Достаточно интересную информацию мы сейчас получили во время рекламы. Вот давайте сейчас, если возможно, наши эксперты, люди понимают, что вот эти последствия, нарушения, которые происходят в их обычной жизни, привычной, вот это отсутствие сна, депрессии и так далее, что они связаны с ковидом? Вот, к сожалению, был довольно приличный период времени, когда люди походя говорили: да, я переболел ковидом, но пришел к вам с другой проблемой. Я рассказывал это часто и в разных передачах о том, что вот у нас в нейроклинике кабинеты функциональных расстройств, депрессии, тревоги, психологи и психиатры работают. И вот шел поток пациентов, и вдруг с лета прошлого года взмывает количество обращений по поводу панических атак, тревоги, нарушений сна. В сомнологический центр начали гурьбой идти люди, которые жалуются, что они перестали спать. И в анамнезе, в истории их развития заболевания, оказывается, они перенесли ковид. Набираем информацию из медицинской периодики и видим, что абсолютно то же самое происходит в Британии, в Соединенных Штатах Америки, во Франции, Европе и в других странах мира. Это ситуация, которая чуть позже, вот коварство, мы все сейчас делаем фактически с колес. Практически вот экстемпора. Сейчас получаем информацию, обрабатываем и что-то начинаем с этим делать. И вот только сейчас мы получаем полное более-менее осознание того, к чему он привел, этот нейроковид, что огромное количество людей, которые продолжают страдать. И Резеда Ахатовна очень хорошую мысль высказала о том, что молодые жалуются, пожилые стесняются говорить о своих проблемах, а это... И та, и другая категория нуждается в реабилитации. И чем раньше начаты эти реабилитационные мероприятия, тем, естественно, быстрее мы поможем пациентам, тем выше будет результативность и эффективность этих мероприятий. Поэтому, если беспокоит, и это мешает ежедневной активной деятельности, бесспорно нужно обращаться. Но и... когда вот надо? Вот, ну, пару раз не уснул, да, пару раз сбился вот если с сон. это, я всегда говорю, качество жизни падает. Вот вы говорите, пару раз не уснул. Мы все порой плохо спим, да, вы после тяжелой передачи, мы после тяжелого там приема. День-два, ничего. Но когда это влияет на твое качество жизни, когда ты понимаешь, что ты не можешь выполнять свою работу на том же уровне, как обычно, что ты начал срываться на близких больше, чем обычно, то это должно тебя заставить задуматься о том, что что-то здесь не так, и обратиться к специалисту, безусловно. А как вот в этой ситуации вообще признать, что у тебя умственные способности на данный момент вот, это очень сложно. явно отстают? Как это сделать? То есть если у людей вот одно из проявлений... Но мы всегда говорим пациентам, чтобы они прежде всего оценивали, что они раньше выполняли совершенно спокойно, разный а уровень. сейчас они не могут. Конечно. Разный уровень. Конечно. Поэтому здесь, в общем-то, если вдруг пациент забывает обычные вещи, которые он выполнял без всяких записок и напоминаний, а сейчас это требует помощи, конечно, нужно обращаться. К кому обращаться? Когда обращаться, к каким специалистам обращаться? Я бы предложил, потом... Светлана, все-таки это начать не потому, что я невролог, но с невролога начать. Невролог, и мне очень импонирует тот подход, о котором говорит Резеда Ахатовна, мультидисциплинарный подход. Может быть, конечно, не сразу попасть к узкому специалисту. В поликлинику он попадет к терапевту. А вот терапевт, и то, что сейчас делается большая работа нашими коллегами, терапевт, он как разводящий, как диспетчер уже и должен организовать. Ага, видят неврологический момент. Он распасовку такую. Куда вирус ударил более всего. Да, куда более всего. Угу. Не обязательно нервную систему. У человека могут быть только легкие, у другого почки, у третьего с сосудами какая-то проблема. И вот он должен очень четко понять. Не всех огульно очерчивать всеми специалистами, да, а кому-то... То есть не стесняться, не бояться идти к терапевту и дальше продолжать лечение. Иначе терапевту. Прежде всего, Светлана, я хочу подчеркнуть, к участковому терапевту, потому что именно опираясь на анализы, на жалобы, на клинику, он уже определяет, достаточно ли будет того минимально восстановительного лечения при этой поликлинике, чтобы пациенту далеко не перемещаться и не ездить, или ему необходима специализированная реабилитационная помощь уже на базе тех учреждений, где работает мультидисциплинарная реабилитационная команда со всеми технологиями, коррегирующими эти нарушения. Это индивидуальные групповые занятия, психологическая коррекция, это физическая реабилитация, это дыхательные упражнения, это занятия лечебной физкультуры, проведение массажа, физиотерапии и других процедур. Где мы можем сегодня проходить реабилитацию? Куда вот участковый терапевт, да, обнаружили, что дальше? Вот какой из врачей дальше направит уже на реабилитацию к вам?
Вот, Какие санатории? У нас прописано в информационном письме, что в настоящее время на базе 53 учреждений Республики Татарстан может осуществляться помощь в рамках дневного стационара. Это по профилю пневмонии, в кабинетах физиотерапии, лечебной физкультуры и других кабинетах. И на базе отделений медицинской реабилитации. То есть если есть необходимость уже в индивидуальной коррекции специализированной помощи, то это на базе наших отделений реабилитации города Казани. Это 21-я поликлиника, 7-я поликлиника, 10-я поликлиника, на базе госпиталя ветеранов фонда города Казани. Это все мы говорим о третьем этапе амбулаторно-поликлиническом. Соответственно, в городах Альметьевска, Нижнекамска, города Набережной Челны, также на базе госпиталя ветеранов города Набережной Челны. И, конечно, на базе санаторно-курортных учреждений. У нас по программе, я сейчас говорю только о ОМС, когда пациент обращается и получает помощь на базе, естественно, обязательного медицинского страхования. На базе, бесплатно, да. На базе санатория НИХАМ осуществляется помощь по второму этапу медицинской реабилитации, то есть стационарная помощь может быть оказана. И в рамках, сейчас мы уже ждем выхода постановления Кабинета министров, на базе более 15 санаторно-курортных учреждений Республики Татарстан мы выделили отдельный профиль соматической реабилитации для пациентов, перенесших конкретно новую коронавирусную инфекцию, соответственно, связанную с COVID-19. Ахметовна, можно уже видеть, что проходящих реабилитацию становится больше? Конечно, мы мониторим, вот буквально за это полугодие практически более 4,5 тысяч у нас получили медицинскую реабилитацию пациенты. И, конечно, востребованность реабилитационных мероприятий почему возрастает? Потому что пациенты наши, перенеся новую коронавирусную инфекцию, благодаря телевидению, информационным сообщениям, они понимают и начинают обращаться раньше. И вот это очень важно. Поэтому вот то, что как раз мы с вами сегодня обсуждаем, чтобы нам быстрее и качественнее оказать помощь каждому пациенту на базе технологий, которые присутствуют, мы должны, естественно, в общем-то, полностью продиагностировать пациента и ему составить индивидуальную программу реабилитации. А как у ребенка выявить последствия ковид, если они касаются именно повреждения нервной системы? Ну, тут все-таки, первое, я подчеркну, что тут надо разговаривать, конечно, со специалистами детского профиля, безусловно. Я думаю, что их надо пригласить в эту студию обязательно. Но если видно, что, во-первых, есть факт, что перенес ковид, и он зафиксирован, и после этого ребенок, ну, как мама скажет, мама, папа скажет, что он что-то с ним изменилось, он стал тревожным, раздражительным, он это не все может рассказать. Вот о чем и речь. Малыш не может рассказать, но тогда заботливые родители должны увидеть, что ребенок плохо спит, он стал плаксив, менее активен, да, он не так берет игрушки, или он не может совладать с обычными школьными занятиями. Все, бей тревогу, вперед к детскому специалисту, педиатру, детскому неврологу и так далее. Ни в коем случае на самотек этого нельзя упускать. Вообще методики есть уже тоже для реабилитации детей, Резеда Ахметовна? Да, но я хочу сказать, что, конечно, мы сейчас построили всю систему реабилитации и оснастили, соответственно, клиническими рекомендациями для взрослых, но в этих временных клинических реабилитациях по медицинской реабилитации есть раздел для детей. И те технологии, в общем-то, которые мы используем для взрослых, большинство из них может быть использовано и в детской практике. И хотелось бы также сказать, что, наверное, уникальность нашего отечественного опыта в области реабилитологии в том, что, в отличие от зарубежных коллег, мы очень широко, базируясь на предыдущем опыте оказания помощи, представили эти технологии, чтобы нашим врачам на местах, абсолютно на базе всех ЛПУ, лечебно-профилактических учреждений, было удобно с ними работать. Поэтому, бесспорно, есть и технологии разработанные, есть разрешающие документы, есть протоколы и есть те специалисты, которые могут оказать эту помощь. Система оказания помощи для детей по детской, мы говорим, медицинской реабилитации, она у нас также сформирована в республике. И одно из таких вот крупных, наверное, отделений амбулаторной реабилитации на базе детской республиканской клинической больницы Минздрава. А вот как можно оценить эффективность реабилитации? Вот все равно же должны быть какие-то результаты. Вот более 4000 человек, да, вы говорили до этого, прошли реабилитацию. Насколько вот 100% восстановились и вернулись к привычной жизни? И через какой период? Здесь, вы знаете, тоже очень четко, благодаря вот разработанными этими клиническими рекомендациями, как общими, так и конкретно по медицинской реабилитации, очень четко есть критерии эффективности. Это специальные тесты, шкалы, это все то, что измеряемо именно в цифрах. И кроме
этого мы практически каждые 3 месяца запрашиваем по каждому учреждению количество пролеченных пациентов и критерии улучшения без изменений, ухудшения состояния пациентов. То есть по каждому у нас идет абсолютно четко. Но в целом, какой процент фактически возвращается 100% к обычной жизни после ковид? Мы можем сказать? Вот после По реабилитации. тем пациентам, которые прошли у Через нас реабилитацию? медицинскую реабилитацию в Республике Татарстан, практически от 90 до 95% возвращаются к прежней активной жизни. Причем, когда они к нам поступают, практически 90% предъявляют жалобы как раз больше неврологического характера. Нарушение сна, раздражительность, плаксивость, беспокойство и так далее. И, конечно, комплексная терапия, включая и медикаментозную терапию, позволяет нам это откорректировать. И в завершении программы предлагаю подвести итоги. Если вы подозреваете у себя последствия коронавирусной инфекции, постковид, какими должны быть еще раз четкие действия со стороны по отношению, когда идти к какому специалисту? Да, еще раз повторим, чтобы знали Да, телезрители. конечно. Еще раз. Надо, почувствовал, что что-то не так, участковый терапевт, который начинает уже как дирижер определять, куда надо идти. Да, если есть возможность, обращаемся к неврологу или к психологу клиническому, если речь идет о ребенке, и уже они определяют степень и объем тех реабилитационных мероприятий, которые необходимы. Можно там подождать месяц, что у меня сейчас пройдет, и я потом пойду к врачу? Ни в коем Когда случае. лучше? Мы Сразу. здесь абсолютно все солидарны, потому что чем раньше обращаются пациенты, заметив эти проблемы, тем лучше и быстрее мы можем им помочь. Хорошо, я благодарю всех экспертов нашей программы. Спасибо, было очень интересно. Завтра встречаемся с вами в 19:00. Говорим о ревакцинации. Крепкого здоровья всем. До свидания.